На початок сьогодні школи номер 30. Не помер наш компаньерце, хоть пройдет разгону смерти, Пана вывела с могилы, Божья сила, аллилуйя. Пана вывела с могилы, Божья сила, аллилуйя. Мужи галілейскія, чаго стаіце, вглядаючыся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас у неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі его узыходзячым на небе. На неба, аллилуйя. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Пан з вами і з Духом Твоим. Сьогодні в літургії ми означаємо урочистість у небожисті Пана. 40 дзён пасля свайго воскресення, на 40-й дзень пасля свайго воскресення Христос узыходзіць на неба, паказваючы нам шлях, куды мы таксама павінны імкнуцца. Просім сёння асаблівым чынам Божьего благословення. Просім асаблівым чынам за нашыя сем'і, за наше грамадства, якому так яшчэ не хапае Бога у нашым штодзённым жыцці. Каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Пана Бога за нашыя грахі і слабасці. Святая інша будзе ахвяравана Пану Богу ў інтэнцыі памерлай Браніславы Карпук, чарговая святая інша Грыгарыянская. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшим, завсюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землицу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який явиш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Який явиш на себе грехи світу, прийми моління наше. Який сядиш праворучной Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только
Толькі Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Усемогутный Боже, в небошестве Твоего Сына, гэта узвышение человечей натуры, прими от нас подяку, якія мы полные святой радости, Табе узносим, з надеей, что як чальцы мистичного тела Христа, злучимся с Ним нашим головою у вечной славе, який з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог прозуси веки вечные. Аминь. Выслухаем с верою Слово Божие. Читание книги «Дел апостолов». Первую книгу я написал Теофиле про все, что робив Єсус і чому учив від початку аж до дня, у який узнесся, давши праз Духа Святого загади апостолів, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 днів об'являвся їм і казав про Божє володарство. І коли раз виїде, наказав їм не доходити з Єрусалима, але чекайте обіцяного Отцом, про что вы чули от меня. И Он крестил водою, а вы будете окрещены праз несколько дней Духом Святым. А собранные пытались у Его: Пане, ти не в этом часе ты отбудешь королевство Израиля, отбудуешь королевство Израиля. И Он же отказал им: не вам ведать часы ці пори, які Отець призначив своєю владою, але прийміть мой моц своего Святого Духа, який на вас іде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, і во всій Юдеї, і в Самарії, і аж до краю землі. І сказавши это, і он узнесся на очах їхніх, і в облако забрало його з їхніх очей. І коли вони пильно узиралися в небо, як он заходив, ось два мужи стали перед ними в білому одежі і сказали: мужи галилейські, чого ви стоїте і углядаєтеся в небо? Гэта Єсус, узнятий від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він заходив на небо. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы плескайте в долони, радостным голосом воскликайте Богу. Бог грозный, Пан наивышейший, великий владар над усей землей. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спевайте Богу, спевайте, спевайте вашему владару, спевайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. Бо владар усей земли Бог, Ему гимн заспевайте. Бог владарит над народами, Бог сидит на своем троне святым. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости, открытия познания Его, и просветлил в очи сердца вашего, как вы ведали, учим надеяние покликания Ягона, и якое багатство славной спадщины Ягона для святых, и какая незмерная величь моци Ягоны у нас, верующих в раздеяние могутной силы Ягоны, якую Он выявил в Христе, коли воскресил Его из мертвых и посадил праворуч себе на небесах. Выше за всякое княжение, и уладу, и силу, и панование, и за всякое имя, якое называют не только в этом свете,
але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі ягоныя і паставіў яго панад усімі галавою касцёла, які ёсць целам ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите и научайте все народы, каже Пан. Я с вами во все дни, аж до скончания веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Закончение Святого Евангелия по Луке Матфея. Хвала Тобі, Пане. У той час 11 учняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Jesús. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Jesús наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святого. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрысте. Нехай словы Святого Євангелія знімуть грехи наші. Присядьте перед скам'ю. Урочистість небовшисті Пана, як само слово говорить урочистість, це такий святочний час, час особливої такої радості. І відомо, эта радость такая, она незвычайная, потому что, коли так поглядим, что такое было это у небовшисті, коли Христос узнесся у присутності своїх учнів на небо. Это было расставание. Это было расставание, и не разумели, что ён уже покидая эту землю. И, ведомо, напевно, было неёмко. Да? То есть, напевно, это не была такая радость, такая, что хихоньки-хахоньки, а як классно, что я нас нарешті покинул, будем робить то, что хочем. Не, напевно, навод смуток был, потому что когда мы с кем-то расстаемся, то хочешь, не хочешь, есть некий такий смуток. Але одночасово есть радость, коли ты разумеешь, что это расставание не на постоянно. И чему апостолы радовались? Потому что верили и я утверждаю, что мы верим, что такое наше расставание тут с Христом на земле, да, что это только часовое. Зрештою, подчас нам это правду поховання, говорю правду в тим, що наше часове, наше розставання з нашими родами так само є тільки часове, що тут на землі наше життя не закінчується. І цю правду так само нам сьогодні показує Божий Степан, бо Христос показує так само шлях, яким кожен з нас повинен йти. Зрештою тому, а ці аньоли говорять апостолам: «Мужи галилейские, чего стоите и углядаетесь в небо?» И что нам говорить? Отказ мы можем сегодня чуть у Евангелия. Идите и научайте усе народы, и хрестите их у имя Отца и Сына и Духа Святого. Учите их заховывать все, что я загадал вам. И вось я с вами во все дни, аж до скончания веку, каже нам Христос сегодня в Евангелии. И особливым чином эта правда, эта присутность Христа, конечно же, проявляется у вершине и крайнице христианского життя. Это значит учение. Что является вершиной и крайницей христианского життя? Ну, Евхаристия, святая Миша. То есть нема ничего, пробачте, больше классного, чем святая Миша.
Як би, я вже про це говорив, як би там ksiądz на голові б не стояв, як би там, які б орнати убрані не брав, нема нічого більш привожого, чим Евхаристія. Це саме великий дар, який нам покинув Христос. Чому? Тому що знову ж у йой проявляється і ця радість, об яку ми сьогодні кажемо. Бо, коли ми сьогодні чули цю молитву на початок, я пам'ятаю, я припоминаю автор, що нам треба слухати, не тільки чуть, не тільки слухати, а й чуть. То, що відбувається під час Святої Душі, да? Тобто, щоб ми не привикали, як кожної Святої Душі, це був наш перший і опошний. Бо ми не ведаємо, що буде завтра. Перший, це значить, що отсюди ми відчували цю новизну. Как мы не привыкали, ну что, черговая святая мша в моем житті. Ну и что такое? А что же говорит это князю, коли часом приходится служить по несколько имшев у день, да, то есть я помню, что максимально я служил у день 7, здається, службу. Ну, то есть это, то есть, я не привыкнуть, понимаете, потому что когда за мной было классно, я смог удельничать у 7 имшев, да, то есть, скажем так. А ведаю, что один святар служил там 8 имшев, да, у день. Але, наскільки воно було, скажімо так, просягнуто 8 літа віра, і наскільки це була сакральна молитва, це як просто, видите, перезарядил, да, то есть поменял хосту, пошел, отслужил и все. То есть, да, то есть это так само великая небезпека нам для святара. Коли часто удельничать, да, то есть, ну, в смысле, на протягу дня, коли по несколько штук, тому, значит, у нормальному правоканоничной говорит нам актив, что одна святая мша в день. Одна. Только это идеально. Идеально одна святая мша в день. Вот. Знову же, для чего? Как мы не привыкали и как мы открывали ту глубину. Потому что это не только радость, а это ахвяра. Ненавидно по часу святої мши Христос знову же себе хвилює, кажучи, берите и ешьте, бо это моя кров, это мое тело за вас выдаденное. И как мы про это никуда не забываем. Тогда собрали мы сможем идти за ним, мы сможем не топтаться на месте. Тогда мы сможем научаться. Это значит, что перед этим, видите, свидетельствовать своим життем об этой правде, что Христос перемог смерть. Что Христос дал нам життя, дає нам життя, що Христос не покинув нас самих. Я з вами по всі дні, аж до скончання віку. Це значить, я з вами, це значить усюди. Відомо, не тільки по часу душі, не тільки в костьолі, але Він з нами во всіх моментах нашого життя. І ми повинні його перед не цугатися. Це значить не відкидати, не проходити мимо, не робити вигляд, что он здесь и там, а не тут. Вызнаем нашу веру. Веру одинаково Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего бачного и небачного, и водимого Пана, Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, несвободного, одиносудного Отцу, разве Богу все славится. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел в небо, и возвратился от Духа Святого, сделал Марии, и стал человеком. Укрывал сам за нас, принес Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в паре, судить живых и помилует, и его благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном
належить поклонение и хвала, які промовляв прастороку, веру в одинность, святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Єсуса Христа, який взошел на небо и сядет справа Отца, с довером проставим Богу наши просьбы. Молимся за святый костел, как можно обвещал Божию правду и указывал свет вечной коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, которые обвещали Христовое избавление всем народам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, которые переживают конфликты, как запанував у их країнах довгочасами спокой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто не разумеет годности человечего тела, как усвідомили, что оно призначено для удела в житті вічному. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто пребывает далеко от своей семьи, как учились с родными праз молитву и уделу сакраментов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, утельников этой святой души, как надея на вечное життя захочувала нас до сумления виконання наших штоденных обов'язків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и учини, как мы про справедливое життя на землі досягнули вечного життя з Христом, у небовшесті якого сьогодні святкуємо, які з Тобою живі і владались, праз усі віки вічні. Аминь. Заспіваємо номер 45. Єсу серце ти моє. Єсу серце ти моїм, радость збавлення не открив, став для мене криницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя чинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и душу чистой заховать. Єзу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, участя пения поможи, вытрывать Твоей любви. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог Приняв вяру с рук Твоих, на благословение и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нас и всему костюму святому. Ой, час предвечный, покорно складаем Тебе веду, як вяру во урочистость, у небовшестве Твоего Сына. Дозволь, просим, как раскрытый святый обмен даров, мы узнеси наше сердце до неба, праз Христа, Пана нашего. Amen.
сердце узносим их до Пана, подякуем Пану, Богу нашему, годно в этой справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца люди. Ён, пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нядолі, але перад намі увайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як чальцы яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім, нашым галавой. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вышине, благословенный Той, кто приходит у имя Бога. Госанна на вышинах. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб прыняў і благословил гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую і беззаганную ахвяру. Складай мяне Табе, найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы, адорваць супакою, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце. Разом со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усімі, хто вірно захоўвае і визнає католицкую і апостольскую віру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоих і про всіх тут присутних, віру і відданості, яких Ти ведаєш. За іх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвалы, і яны так само яе Табе приносяць. За Цябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне. Узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўцівага. У еднасці з усім касцёлам, у найсвятейший день, коли Пан наш, Твой Сын Одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'яднаною з собою кволою чоловічою натуру, найперш спашаною, успоминай благословленную завсёды Панну Марию, Маті Бога и Пана нашего, Иисуса Христа, а так само святого Юсуфа, обранника Наисвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Томаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадеуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаурентия, Хризагона,
Яна и Павла, Косму и Татьяну, и всех святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всем охупай нас Твоя опека. Праз Христа, Пана нашего. Пані, ласкаво прийми, просим гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугов, и от усей семьи Твоей. Захавай дни наши в Твоем спокое, збав нас от вечного осуждения и долуши до Твоих выбранных праз Христа, Пана нашего. Аминь. Просим Тебе, Боже, мocою Своего благословения, освяти гэтые дары, и учини их досконалою, и милою Тебе ахвярой, как стали сеями для нас, телом и кровью, Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Наперед днем Кием, узял хлеб, у Своей святые и достойные руки, поднял Боже до неба, до Тебе, Бога, Своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет дано». Подобным чином по вечері узяв гэты пачесны келіх у Свои святые и достойные руки, зноў Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, дзеля отпущения грехов. Гэта чините на моем память». Третья форма аккламации после консекрации. Великая таямница веры. Сбавься сие, Слава нас, Бог воскресшего воскресения, Ты нас служи. Пани, мы слуги Твои и Твой Дух Святый, успоминаючи благословенную мукою воскресения, а так само хвалебное Его ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшее величие Твою, с Твоих даров и щедроту, ах, веру чистую, ах, веру святую, ах, веру беззаконную, хлеб святый життя вечного и келих вечного исполнения. Узглянь на ее, милостиво и спогадно, и ласкаво примирение, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ах, веру патриарха нашего Авраама и святую да беззарадную веру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мелхизедек. Покорно просим Тебе, усемогутный Боже, загадай свою святую маню, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продавничу Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем наисвятейшее тело и кроў Сына Твоего,
атрымалі шчодрыя, нябесныя, благословение и ласку праз Христа, Пана нашего. Аминь. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Твоих, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачувае ў Христе, прабываць у месцы суцяшэння, святла и супокоя праз Христа, Пана нашего. Аминь. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якія спадзяюцца на великую милосердность Твою, будь ласкавы даць удзел у еднасці с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Уведи, просим, и нас, у их супольность, не деля наших заслугов, а дякуючи Твоему пробачению. Праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все гэтыя доброты неоспырно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими являемся. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого неспокоя, чекали исполнения, счастливой надеи и пристя збавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала. Аминь. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, а дарить его спокоем и едностью, яки живешь владаешь, на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами, и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баран Божий, Який верш на себе грехи свету,
Вось, баране Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные покликанные на вечную веку. Пане, я не варти, как ты войшел в меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Помолимся молитвой прославления. Хай будет Бог прославленный. Хай будет Бог прославленный. Хай славится имя Его святое. Хай славится имя Его святое. Хай будет прославленный Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный. Хай будет прославлен Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный. Хай будет возвеличено имя Христово. Хай будет возвеличено имя Христово. Хай будет прославлено наисвятейшее сердце Иисуса. Хай будет Прославлено прославлено святейшее сердце Иисуса. Хай будет прославлена наидорожейшая кровь Иисуса. Хай будет прославлена наидорожейшая кровь Иисуса. Хай будет возвеличен Иисус Христос на святейшем сакраменте. Хай будет возвеличен Иисус Христос на святейшем сакраменте. Хай будет прославлен Дух Святый Утешитель. Хай будет прославлен Дух Святый Утешитель. Хай будет ушнована наисвятейшая Панна Мария. Хай будет ушанована наисвятейшая Панна Мария. Хай будет ушнована ей святое беззаганное зачатие. Хай будет ушанована ей святое и беззаганное зачатие. Хай будет ушнована полная хвалы ею в небо взятие. Хай будет ушанована полная хвалы ее в небо взятие. Хай будет ушнована имя Марии, Панны и Мати. Хай будет ушанована имя Марии, Панны и Мати. Хай будет ушнована святый Юзеф, ея прочистая брань. Хай будет ушанована святый Юзеф, ея прочистая брань. Хай славится Бог у своих ангелов и у всех святых. Хай славится Бог у своих ангелов и у всех святых. Аминь. Пан каже, будь я з вами во всі дні, аж до скончання віку. Аллилуйя. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Христе Иисусе, яки живей владарить на веки вечные. Амен. Наше сердце повинно быть наполненное тугою по небе, по житті вечным, по житті праз Христа с Христом и у Христе. Великий дякую, дорогие, за нашу субботние молитвы, завтра святая мша
у 18 годин. Примем с верой Божие благословение, после благословения еще помолимся летании до Матерь Божией. Пан с вами. Схилите ваши головы на благословение. Усемогутный Бог нехай благословит вас, бо сегодня Его единородный Сын узошел на небо, как и вы могли прийти туда, где Он пребывает в славе. Аминь. Христос, после своего воскресения, заявился своим учням, нехай Он будет для вас святостивым судьей, коли прийти судить живых и померных. Аминь. Христос, сядете в славе праворучайца, нехай Он надурить вас радостью своей присутности, бо обязал, что будет с нами до конца света. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякую Пану Богу. Кирия Алейсон, Кирия Алейсон, Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, Змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Змилуйся над нами. Святая Троица Одине Божа, Змилуйся над нами. Святая Мария, Молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над Панной, Молись за нас. Матерь Христова, молись за нас. Мать Косела, молись за нас. Мать ласки Божией, Молись за нас. Матерь Пречистая, молись за нас. Мать Беззаганная, молись за нас. Мать непорушная, молись за нас. Матерь Невинная, Молись за нас. Мать Наимилейшая, молись за нас. Мать наичудовнейшая, Молись за нас. Матерь Доброй Рады, Молись за нас. Мать Створителя, молись за нас. Мать Избавителя, Молись за нас. Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, молись за нас. Панна прославленная, Молись за нас. Панна могутная, молись за нас. Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, Молись за нас. люстра справедливости, Молись за нас. Столица мудрости, молись за нас. причина нашей радости, Молись за нас. Святыня духовная, молись за нас. Святыня хвалебная, молись за нас. святыня славной набожности, Молись за нас. Оружие мистичное, молись за нас. Держа Давидова, молись за нас. вежа с кости слоновой, Молись за нас. Золотый домик, молись за нас. Ковчег заповеду, молись за нас. брама небесная, Молись за нас. Золото ранешнее, молись за нас. Оздоровление хворых, молись за нас. притулок грешных, Молись за нас. Суть ошальница заслуженная, молись за нас. Успалого христианов, молись за нас. королева анёлов, Молись за нас. Королева патриархов, молись за нас. Королева пророков, молись за нас. королева апостолов, Молись за нас. королева мучеников, Молись за нас. Королева верознавцев, молись за нас. королева паннов, Молись за нас. Королева всех святых, молись за молись нас. за нас. Королева безрахутиша родно зачатая, Молись за нас. королева в небо взятая, Молись за нас. Королева Ружанца Святого, молись за нас. Королева семью, молись за нас. королева супокоя, Молись за нас. Королева Беларуси, молись за нас. Баранку Божию, який береш на себе грехи світу. Даруй нам Баранку Божию, який береш на себе грехи світу. вислухай нас, Пане. Баранку Божию, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами. Молись за нас, Святая Богородица, как стались вы годными обетованием Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим,
тешится трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Девы Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Амен. На заключение попросим за Божий номер 34. Радуйся, небо, благодарка, бо только тут и есть мати, з мертвых повстал сход нас словом, а ты моли за нас у Бога. Аллилуйя. Тешься и радуйся, небе, за нас молися, Патре.